Итак, 1-2-2 расстановка у обеих команд. Поехали! Ксюха сразу взяла. Длинная передача, закон футбола. Первым пасом начать атаку. Но посмотрите, как плотно по игроку играют защитники волонтера. Можно играть, свистка не было. Отворот. Отворот. Ребятки, собирайтесь поплотнее. Поддерживайте, пожалуйста, участников финала. Помните, что за штрафные тоже, за нарушение правил будут штрафные. Прострел? Нет. Явно одноногий футболист подавал левое, а сам играет в основном правый. Идет по прямой. Поле специально сделали максимально неровным, упирает мяч под правую ногу. Сходу удар! Нет, здесь нужно было атаковать. Решать самому. Решать самому. Вот так лучше. И опять обратите внимание на купленного незадорого в Усть-Цильме последнего защитника волонтеров. Пока хорошо контролирует поляну перед собой. Это очень важно. Вратарь целиком и полностью будет зависеть при таком малом количестве людей от того, выйдет нападающий один в один или нет. Пытается ударить по ногам. Ксюша продемонстрирует силу своего удара. К счастью, не получается. Ребят, второй мяч на поле. В пользу Теле2. Спонсорская подстава специально. Потому что нанести логотип спонсора на такой большой мяч, как вы понимаете, стоит слишком дорого. Итак, погода заказная. Начинают. Из-за боковой вводят мяч хотел сказать представительницы. Ну, в общем, поскольку в сарафанах то все вратарь ошибается на выходе. Какая чудовищная ошибка могла стоить дорого. А теперь 3-2. Нет. Очень хорошо, очень внимательно. Без паники, спокойно. На замахе обыгран один. Можно бить. Потрясающе катится под мяч ребята из волонтера. Вы чувствуете? Под каждый мяч катится тут же. Хорошее приобретение. Примерно как Игнашевич сборной страны по футболу большого. В атаку не ходит. Это штрафной, но то накладка. Ну это... Получается, он катается, он не летает. Да, он перекатывает, получается, да? А это уже такой какой-то современный вариант. Ну да, если... Не, ну в прошлые года был правильный. Просто они сейчас говорят, что он что-то замерзает. Замерзает, когда выкатывают его. Алексей Воеводов. Здравствуйте. Рад познакомиться, да. Гайзер Вячеслав Михайлович, глава Кони. Очень приятно. У нас, я так понимаю, вы первый раз вообще? Да, первый раз. Как? Замечательно, особенно вот это Погода великолепно. супер. Футбол Жители да, просто футбол. обалденные, да. Теплый прием такой, очень редко увидишь и встретишь людей открытых, доверчивых, которые общаются, обсуждают все вопросы. Любые вопросы дают разного формата, это очень интересно. что на севере люди одинаковые. Ну это Я да. всегда говорю. У меня Потом контраст все есть остальные. очень. Да. Вот, пользуясь случаем, можно нас вместе сфотографировать? Конечно. Последнюю атаку. Нет. Спасибо. Ну, дети ж не поверят. Так, а можно на мой еще сделайте? Сегодня еще А я Сашке перекину. Вот я про него хотел сказать. Да. Чуть было Ксюша не наказала вратаря фанатов, который опрометчиво выскочил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, только без травм, только без травм. Свисток молчит. Правила не нарушены из-за боковой волонтеры. И, друзья, раздается финальный свисток этого матча, в котором обе команды продемонстрировали великолепную игру без мяча. С мячом, правда, похуже. 0-0. И теперь, как всегда в таких случаях, все решат пенальти. Считается только мяч, который пересек линию ворот по воздуху. Итак, начинает фанат 11. 3 удара. Технично щекой, но выше ворот. Бьет подъемом и попадает. Есть! 1-0.
Второй удар в исполнении фанатов. С короткого разбега. Это вы в дыр-дыр на заднем дворе так тренируетесь. Последний удар. Если не забивает, то понятно, что будет. Если не забивает, то мы на него забиваем. Потому что последний шанс. Они доверили вратарю. Во главе с Ксюшей Поповой, правда не забивший сегодня, но державший всю игру вокруг себя, одерживает победу в этом историческом турнире на Ибица 2015.